Yes, works. So, hello everybody, доброе утро. Доброе утро всем. So, welcome to this presentation of Recall Healing. Добро пожаловать на эту презентацию исцеления воспоминаниям. So, it's very impressive to have so many people here in the class and also online. Очень впечатляет, что у нас столько народу здесь, в зале и, наверное, в онлайн еще. Thank you to everybody who has organized the seminar. Обычно мы благодарим всех тех, кто организовал это And мероприятие then вначале. always thank you to Irina Galinska and the Institute for sponsoring Recall Healing workshop. Особое спасибо Ирине Галинской и Институту долголетия и здорового образа жизни, которые организовали это мероприятие. And thank you to my translator because I have a French-Canadian English. Спасибо моему переводчику, потому что я говорю с французским акцентом. Жильбер из Квебека, кто не знает, из Okay, Канады. so I will try to explain to you the concept of recall healing in the simple words. Я постараюсь вам простыми словами объяснить концепцию исцеления воспоминаниям. Normally, I need 9 days to explain recall healing. Обычно мне требуется для этого 9 дней. So, my book, Recall Healing, is available in Russian language very soon. Это обложка книги Жильбера, которая скоро будет доступна на русском языке в переводе. And you find in that book the reason many conflicts of why people are ill. В этой книге описаны различные заболевания и причины этих заболеваний. So we're going to explain, I'll give you some example as we go forward. И по мере нашей презентации я буду приводить конкретные примеры, о чем там говорится. So this work is based on solid basis from the work of Dr. Hammer, Dr. Carl Jung in psychoanalysis. Здесь у нас перечислены те люди, на фундаменте работ которых основано исцеление воспоминаниям, такие как Карл Юнг, доктор Хаммер, Клод Саба. Yeah. And what's most important is in recall healing, we try to ask the right question from the clients in order to allow healing to happen. В исцелении воспоминаниям самый важный элемент – это способность задавать правильные вопросы, которые позволяют нашим клиентам исцеляться. People say, yes, but how to heal? Люди говорят, да, это понятно, но как мне исцелиться? I answer, do you know how to be ill in order to be ill? И обычно я людям отвечаю на это, разве вы знали, как заболеть? No. Нет, конечно. The same thing with healing in a way. То же самое в каком-то смысле и касается исцеления. But if you find why you got ill, most of the time it allows to unblock and facilitate healing. Но если вам удастся обнаружить причину, по которой возникла ваша болезнь, то тем самым вы снимете блокировку и на пути к исцелению. Of course, a good medicine is always supportive of the healing. Конечно, хорошая медицинская помощь при этом тоже не помешает. So always put a little disclaimer that this workshop does not replace any medical advice or medical В treatment. начале любой нашей презентации обычно я делаю вот такой отказ от ответственности, где говорится, что наше обучение не заменяет медицинского образования и не делает вас врачами. And the best therapists in recall healing are the mothers. В исцелении воспоминаниям считается, что самый лучший терапевт – это мать. And then father, mother. Ну, а дальше отец, So бабушки, дедушки и так how далее. did I come to recall healing? Как я дошел до исцеления воспоминаниям? Long time ago, I was a dancer. Когда-то давным-давно я был танцовщиком, People got hurt, so I became massage и therapist. люди в моей труппе получали травмы, и поэтому я стал And then I заниматься worked in an массажем. acupuncture clinic. Дальше я работал в акупунктурной клинике. And then that was not enough. I became natural medicine doctor. Когда я почувствовал, что и этого недостаточно, я стал натуропатом. And then I was not comfortable to sell drugs, natural drugs. И потом в какой-то момент я почувствовал, что мне не очень комфортно продавать людям таблетки. And then all started with a woman who came as a client. И вся эта история началась с одной дамы, которая пришла мне в роли клиентки. I'll just give you an example how it started. Я вам приведу пример, как это началось. Where I work, we had in that city one oncologist. Я работал в небольшом канадском городке, где у нас на весь город был один единственный онколог. And he had a wife who had headache for 30 years. И у него была жена, у которой 30 лет болела голова. He didn't know what to do anymore. И он не знал, что уже ей там предложить в качестве помощи. She received the best treatment. Она получала лечение от самых лучших врачей, Nothing worked. и ей ничего не помогало. So she came into natural medicine and acupuncture. И вот она в итоге пришла ко мне на акупунктуру, на натуральную медицину. So we checked diet, we checked liver, gallbladder, Мы стали проверять, как она питается, мы проверили печень, желчный пузырь, we checked neck, we checked blood pressure. проверили кровяное давление, проверили шею, Nothing worked. но ей ничего не помогало. And then one day, just before she left
the office. И потом однажды, уже когда она собиралась уходить из моего кабинета, She's 54 and the headache started at 24. ей было 54 года, ну а голова, соответственно, мигрени начались в 24. So what happened at 24? И я у нее спросил, а что случилось в She 24 was года? opera singer for 5 years. И она мне рассказала, что она 5 лет была оперной певицей, Then at 23 she married a man и потом в 23 года она вышла замуж за мужчину, who was an oncologist, ну, собственно, за онколога, and he got promoted in a city far from Montreal. который получил повышение, но это повышение было вот в этом, в общем, далеком городишке, Where I work. в котором я и работал. And then when she left Montreal, she left her career. Соответственно, ей пришлось уехать из Монреаля и оставить за спиной свою карьеру. And the headache started from the moment she left her career. И с этого момента, как только она отказалась от своей карьеры, у нее начала болеть голова. And then, but she was not aware of that. She didn't make the connection. Она никогда на самом деле не осознавала, что это именно в этот момент случилось. And now as I talk with her today, we realize she has headache 6 days out of 7 days a week. И когда мы стали с ней обсуждать, как это все происходит, она вдруг осознала, что голова у нее болит только 6 дней в неделю. Which day she doesn't have headache? Как вы думаете, в какой день у нее голова не болела? Sunday, В воскресенье. because she sings at church. В воскресенье, потому что она пела в церкви. Right? When she made the connection, И когда она эту связь обнаружила, her headache went away. головная боль у нее внезапно пропала. And many women have headache in life because of they married a type of man that reminds them of their father sometimes. А очень часто у женщин болит голова просто потому, что они вышли замуж за мужчину, который напоминает им собственного отца. And then we also, so this oncologist, he sent us all his clients after chemotherapy. И тогда, ну, вот этот онколог, он стал отправлять ко мне всех своих клиентов. Правда, эти клиенты обычно после химиотерапии ко мне попадали. Of course, many died, Многие из after, них умирали. but we built recovery healing around that. Но постепенно мы накопили информацию и построили вокруг практику, So- вокруг этого практику. We're going to see the system behind recovery healing. И мы посмотрим, как устроена система исцеления It is воспоминанием. the study of emotional and psychological trauma behind conditions and Исцеление behavior. воспоминанием представляет собой изучение эмоциональных и психологических конфликтов, которые лежат в основе разного рода состояний. What is the most difficult when you become therapist is to find a framework to pick up information from your clients to help the client. Когда работаешь терапевтом, самое трудное — это вот выработать некую систему подхода к клиенту, каким образом из своего клиента добывать информацию. And you see that in recovery healing we build three stories with the client. И вы увидите, что в исцелении воспоминаний мы работаем в трех таких базовых областях с клиентом, That has to do with our life timeline, которые связаны с нашей личной историей жизни, the pregnancy of our mother with us, с беременностью мамы, которая нас and our вынашивала, family tree. и с нашим семейным деревом. As we do that, slowly we identify the reason why the person is ill. По мере неторопливой проработки всего этого мы постепенно обнаруживаем, открываем причину, по которой человек заболел. So we say, yes, behind all diseases, there's a conflict. И мы говорим, что в основе любого заболевания всегда лежит конфликт. People ask, what is a conflict? И люди спрашивают, а что такое конфликт? A real conflict is when we have a lack of coherence. Конфликтом называется ситуация, когда у человека отсутствует согласованность. So we have a mind to think, У нас есть ум, которым мы думаем, we have a heart to feel, у нас есть сердце, которым мы чувствуем, and we have a body to behave и у with нас actions. есть тело, которое выражает наши поступки и поведение. So do we walk our talk? И вопрос, насколько то, что мы думаем, соответствует тому, что мы делаем. Or you try to please people in your life? Или, например, мы занимаемся в своей жизни тем, что угождаем I другим. give you an example. Okay? Я вам приведу пример. A woman is with a young man. They are engaged. Вот, допустим, девушка заводит отношения с молодым человеком, они обручены. And finally, he asks her to marry В him. конце концов, он просит ее выйти замуж, In January, she says yes. и она в январе радостно на это соглашается. And then the marriage is planned for August. А свадьбу назначают, допустим, на август. She's happy, he's happy. Она на этот момент рада, он тоже рад. And then in May, everybody has received 100 invitations for the Вот. А потом marriage. в мае уже всем разосланы приглашения на свадьбу. And in June, she has a dispute with him. А в июне они с ним взяли и поругались. And inside her, she feels that he's not the right guy for her. И она внутри начинает чувствовать, что это не тот человек, который ей нужен. But everybody received the invitation now. Но приглашения тоже разосланы. And then in July, her mother is so happy that И she's в going to get июле married. ее мама, она такая светится от счастья.
She doesn't tell her mother that she doesn't Но want to marry this не guy. может же она взять и сказать ей, да, что мам, я передумала. And then the day of the marriage, tam, 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 И вот в день свадьбы идут они под музыку, she says yes, but she doesn't listen и to her она говорит voice. да, хотя на самом деле внутри тихий голосок ей говорит What другое. happened? 20 years of suffering. Что дальше происходит? Дальше Okay. человек 20 лет мучается. But it's the same thing with disease. It's a moment where we don't listen to that little voice inside. То же самое происходит и в момент заболевания. Просто есть какой-то момент, какой-то голосок внутренний, который мы не слышим. So what is underneath a conflict, the real story is suffering. И конфликт, суть конфликта — это страдание всегда. It's when we don't listen to that little voice. И страдание возникает тогда, когда мы не слушаем свой внутренний голос. So our job is to become aware of what happened. Наша работа заключается в том, чтобы осознать, что именно произошло. Okay, so when we become aware, we see the sin and then we try to let go with a real forgiveness. И когда мы осознаем, мы понимаем, что на самом деле произошло, и тогда мы можем отпустить эту ситуацию и простить тех, кто нас в эту ситуацию поместил. So our motto is to name it, identify the problem, Поэтому наш слоган звучит так: назовите это, то есть идентифицируйте проблему, name it, verbalize about that, проговорите эту проблему, and then the brain lets go. и тогда мозг эту проблему отпустит. Name it, claim it, dump it. Назовите это, возьмите это и выбросьте это. So, and Carl Jung said, what does not come back to my awareness from what happened when I was young has a tendency to return as a destiny. Карл Юнг говорил, что то, что не возвращается в мою осознанность, имеет тенденцию возвращаться в качестве судьбы. Jung, he discovered the subconscious, the power of the subconscious, Юнг открыл всю мощь нашего бессознательного, but the structure to explore subconscious, Ricardo Lenin is very strong with that. но в исцелении воспоминаниям намного сильнее сама структура того, как работать с этим бессознательным, как получить к нему доступ. So if I had something that I would like you to understand the most today, would be the pyramid. Если бы я сегодня поставил себе задачу донести до вас какое-то очень важное одно данное, то это было бы вот эта пирамида. Above all, the rocket. Ну, Okay. или Same мне больше нравится рисунок, который в виде ракеты делается. When we talk like that, we don't talk about psychology, we talk about biology. И я хочу, чтобы вы поняли, что когда мы сейчас будем это описывать, мы говорим не с точки зрения психологии, мы говорим с точки зрения биологии. So we have a mind, У нас есть ум, and with that mind, put everything like your thoughts, decision, belief, religion, education. и умом мы называем вот то вместилище, в котором находятся наши мысли, эмоции, решения, образование, верование и так далее. So everything we have received from dedushka, babushka, our parents, Все, что мы получили от дедушек, бабушек, родителей наших, is what we use normally to resolve our daily life problems. то, что мы обычно используем для того, чтобы справляться с повседневными проблемами. And then the second layer of the rocket is our automatic brain. Вторая ступень ракеты — это наш автоматический мозг. That brain wants us to pay attention to our environment. Это тот мозг, который хочет, чтобы мы постоянно сохраняли бдительность в отношении того, что происходит вокруг. Because for years in our environment, there's a predator ready to jump on us or to kill us. Потому что многие века вокруг нас находились хищники, которые в любой момент могли напасть и сожрать нас. So what is the predator today in А в 2016? наши времена какие хищники вокруг нас находятся? It's when you cross the street, the Например, cars come in. Переходите через улицу, а там мчится машина, Okay? And if you don't pay attention, you're dead. и если вы ее не заметите, то вас не станет. And then we see the body is a group of organs and billions of cells at the service of the brain. И мы говорим, что дальше мы говорим о теле, а тело — это совокупность органов и клеток, которые находятся в распоряжении мозга. Okay, so now imagine that you have a problem in your mind. И представьте себе, что у вас в уме возникла какая-то проблема. Problem with the family, with work, with money. Что-то там на работе случилось, или с родственниками, или с деньгами. More you have problem in the mind, can Чем you pay больше- attention to your environment? Чем больше, чем значимее эта проблема в вашем уме, тем меньше внимания вы можете уделять окружению. And sometimes, if you don't pay attention, you know you can be killed by the car. И иногда, если вы совсем-совсем отключаетесь от того, что вокруг, ну, вас может сбить машина. And the brain monitors that level of stress. И мозг, он замечает этот уровень стресса. And sometimes when we go to bed at night, overwhelmed by stress, И иногда, когда мы вечером ложимся спать, и мы подавлены этим стрессом, который с нами происходит, what do the brain during the night? что ночью мозг делает?
download a little bit that stress from the consciousness to the subconsciousness. Он берет этот стресс и какую-то часть этого стресса сгружает из сознания в бессознательное. I wake up the day after, I feel better. И на следующий день я просыпаюсь и чувствую себя лучше. But did we resolve the problem? Вопрос, разрешил ли я проблему? And there's moments, sometimes the stress is so intensive И иногда бывают ситуации, когда этот стресс настолько интенсивен, that the brain downloads that into the subconscious. что мозг, сгрузив это в бессознательное, But what Carl Jung didn't know at the time is for the brain, the subconscious is но the когда мы body. говорим бессознательное, мы знаем то, чего не знал Карл Юнг, что бессознательное — это наше тело. Okay, let's see just some simple practical applications. Давайте посмотрим некоторые простые практические применения. For example, somebody has a terrible fear to fall. Например, у человека есть какой-то жуткий страх упасть, It's a big stress. огромный стресс у него. What can do the brain to release that stress? Что может сделать мозг для того, чтобы избавить человека от этого стресса? It makes me fall. Он может сделать так, чтобы человек упал. Oh, the stress to fall is finished. Как только человек упал, стресс, Okay. очевидно, закончился, он уже упал. Yeah, but sometimes we have a dispute with someone. Но иногда бывает ситуация, допустим, я с кем-нибудь поссорился. Your best friend betray you and you can't forgive that Какой-нибудь person. лучший друг твой тебя предал, и ты его не можешь за это простить. Okay? And what can do the brain when we cannot let go a grudge towards someone? Что может сделать мозг, когда он не может эту ненависть к другому человеку взять и отпустить просто? Sometimes we develop over time gallbladder stones, Со временем у вас разовьются камни в желчном пузыре, or a little bit later hepatitis. или чуть позже у вас возникнет Okay? гепатит. So we know in recovery healing, when somebody makes gallbladder stone, В исцелении воспоминаний мы знаем, что если человек приходит и говорит, у меня камни в желчном пузыре, it's a memory of the grudge. значит, это какой-то конфликт, связанный с ненавистью к кому-то. So some people, they get their gallbladder stone removed, Ну, иногда потом делают операцию, удаляют эти камни, but they don't resolve the conflict. но конфликт от этого не решается. 2 years later, Через 2 года there are other gallbladder stones. у человека опять Okay. камни появляются в желчном пузыре. So the best is a combination for any therapy. We try to find the conflict on the Поэтому какую бы терапию человек ни получал, самое главное — это обнаружить этот конфликт. You have some elders, they've been in opposition with everybody all their life. Или есть, например, там пожилой человек, который всю жизнь с кем-то боролся, всю жизнь был в противостоянии с кем-то. What can do the brain to release that stress Что to может oppose to сделать, others? что может сделать мозг для того, чтобы избавить его от этого стресса? Fracture of the head of the femur. У него может, например, случиться перелом шейки бедра. Okay? It's not by accident. И даже переломы, они не It's a случаются просто conflict так. that we live that we don't Это resolve. всегда связано с Okay. каким-то конфликтом, который человек в данный момент проживает, и он у него не решен. Okay? So keep in mind that when we don't resolve a conflict in our life, И вы просто поймите для себя, что когда у вас есть какой-то конфликт в жизни, который вы не решаете, our brain has just this body that it controls у to find a мозга solution. в распоряжении есть только ваше тело, только туда он может этот конфликт упаковать. So now how to work with all of this? Как же со всем этим работать? You know, in quantum physics, they said everything that you observe change the result of the experiment. В квантовой физике было сделано такое наблюдение, что когда вы наблюдаете за каким-то экспериментом, то меняется результат этого эксперимента. So what we need to do is to create a field of observation about our life. Соответственно, нам нужно создать некое поле наблюдения, которое будет связано с нашей жизнью. We know people that they had a very hard childhood, Например, у кого-то было очень тяжелое детство, and then at 20 years old, they meet someone, а потом в 20 лет он кого-то встретил, they get married, they have children, женился, завел детей, and at 35 years old, they realize they marry a man or woman like dad, like mom. а потом в 35 лет осознал, что на самом деле он создал семью просто с человеком, который очень сильно напоминает его родителей, маму и папу. And all the problems that I had when I was young, that I thought it was finished, И start to тогда come back. все те проблемы, которые я думал, надеялся, что они остались в детстве, у меня начинают происходить заново и опять и по новой. Why? Почему? Because the stress we live today awakes the previous stresses from our life that we didn't resolve. Потому что те стрессы, которые человек проживает сейчас, в настоящем времени, пробуждают в нем те заряды, стрессы, которые были когда-то давно. So to observe, we create a puzzle. И recovery healing. через наблюдение мы начинаем выстраивать пазл, мозаику, Life timeline, project purpose, and family tree. которая строится из 3 элементов. Это So- личная линия времени, фаза программирования и семейное дерево. So let's go into it. Okay? Давайте разберемся, что же это Okay. такое. Okay. Okay. So the first thing we need to know is how does work a human being in biology? Первое, что стоит, наверное, рассказать, это то, как вообще с точки зрения биологии выглядит человек.
So the best way is to use the iceberg as analogy. И самая лучшая метафора для описания человека — это айсберг. Okay? The symptoms of the behavior is 10% of the appearance on the tip of Симптомы the iceberg. или отклонения в поведении — это те 10% поверхностные, которые мы наблюдаем. But the root cause of it belongs to the subconscious. Но корневая причина всего этого находится где-то в подсознании. But even in psychology, they don't know how to get there sometimes. Но даже психологи многие не знают, как до этой причины добраться. Did you notice that you can go into psychology sessions for 1, 2, 3, 5 years? Вы, наверное, слышали истории, когда люди ходят к психологам год, 2, 3, 5 лет. Okay. Me, I have 1, 2, or 3 sessions to Я reach обычно, когда a работаю с result, клиентом, я делаю 1, 2, 3 сессии для того, чтобы Okay. человеку помочь. and I don't say it's miracle, И я не говорю, что я какой-то чудотворец. but it accelerates the consciousness Но awareness. то, что я делаю, оно намного ускоряет осознание, осознанный доступ. Okay, finally, what is the subconscious is my own life experience. Если же мы попробуем как-то составить карту того, что находится в подсознании, то первый уровень — это будут мои собственные переживания. What I did not resolve. То, что я не решил. Okay. And then the project purpose is the pregnancy time. Следующий уровень мы называем фаза программирования. Это область, которая находится в районе беременности. Okay. All the drama that might have happened between dad and mom during that time. Все то, что происходило между папой и мамой в течение этого периода. People say, I didn't have problem during the pregnancy. Everything was perfect, my darling. Ну, часто, когда с клиентом работаешь, люди приходят и говорят: да не, у меня во время беременности вообще никаких проблем не было, Except- все было просто отлично. Except I had a mother-in-law. Oh, yeah, yeah. Ну, правда, там свекровь Okay. была Yeah, but жуткая. we're going to see how it impacts the baby in the womb. Вот. И на самом деле здесь есть определенный закон, по которому все это воздействие, оно влияет на плод внутри. And then the last layer are the 3 generations that we come from in И biology. самый глубинный слой — это 3 предшествующих поколения, с Okay. которыми мы So тоже now- работаем. So I give you an example. Roberto Barnay will explain to us Biologica a little bit Я вам later. приведу некий пример. Тут чуть попозже будет презентация Роберто Барнаи. Он расскажет вам, как работает, как мозг работает в ситуациях конфликта. So behind Ricardo Lilling, there's a very solid structure based on the work of Dr. Hammer. Я and уже упоминал доктора Хаммера и говорил о том, что в основе исцеления воспоминанием стоит достаточно прочный фундамент. Это разработки доктора Хаммера. And Roberto Barnay is the best teacher I know to teach Роберто that. Барнаи — это самый лучший преподаватель из всех, кого я знаю, который эту науку может преподавать. And he gave the name Biologica Он назвал свое направление биологика, because he has improved the system. потому что он доработал систему Хаммера. Okay? And so, example, a woman comes one day for larynx cancer. Однажды ко мне пришла клиентка, и у нее был рак гортани. Right? So larynx cancer is on the feminine side of the cortex. Рак гортани имеет очаг на так называемой женской стороне Okay. мозга. It's around number 3 here. Вот Okay? там, где на схеме Okay. троечка стоит, On number 5, this area. Okay? где-то вот здесь. It's on the feminine side. На Here. женской стороне Okay? That means the conflict behind larynx is feminine. это означает, что конфликт, связанный с гортанью, это конфликт женского типа. Okay? We say larynx cancer is connected to the feminine fear. Мы обычно описываем это так. Рак гортани связан с конфликтом женского страха. And you know, in biology, when you're masculine, even if you're a woman or a man, you can have a side feminine and a masculine side. Okay? Обратите внимание, что мозг-то у нас у всех внутри один. У каждого из нас есть и женская сторона, и мужская сторона, и конфликты могут быть любого типа. Okay? When you're on the masculine side, you attack like this. Okay? Когда мы говорим о действии мужской стороны мозга, это все действия, связанные с нападением, с атакой. Okay, when you're pissed off and don't touch that, okay, you're Например, masculine. когда Okay? вы злитесь на кого-то, да, вы сжимаете кулаки и атакуете, ну реально атакуете или в мыслях. And we say the fear does not exist on the masculine side И с мужской половины страха не существует. because the fear freeze and paralyze. Потому что страх — это действие, которое запрещает двигаться. We say masculine is emissive, feminine is receptive. И иногда можно простое такое описание дать, да, что все мужские Okay. функции — это исходящий поток, а все женские — это So- входящий поток. A feminine fear is like this. И женский страх выглядит вот так. Okay, Вот. so you keep that in mind. Запомните это. So now that woman calls me for larynx cancer. И вот ко мне пришла эта клиентка, сказала, что у нее диагноз, ей поставили рак гортани. She cries on the phone.
Она плачет, мы по телефону с ней говорили. I'm a heavy smoker for the last 15, И она since I'm мне 15 years old. рассказывает, что с 15 лет она очень много курила в своей жизни. For 45 years, she smoked 75 cigarettes per day. 45 лет она курила по 75 сигарет в день. So everybody told her, you will have cancer. Естественно, ей все говорили всю жизнь, что докуришься до рака когда-нибудь. So when she's diagnosed, everybody said, "Haha, I told you." И когда она заболела раком, все сказали, мы тебе говорили. So finally, she has to go through radiation. И в конце концов ее отправили на облучение. But me on the phone, I say, yes, I understand that. И я ей по телефону сказал, я это все понимаю, конечно. But let's forget the cigarette for a second. Но давай на секунду забудем про эти сигареты, Did you have experienced any feminine fear in the last years а of your попробуем life? посмотреть, не было ли у тебя в жизни ситуации, где ты испытывала вот этот самый женский страх. No. Она говорит, So, да нет, ничего такого They'll не say было. no, and 2 minutes, yes. Они все так говорят, нет, через 2 минуты начинают понимать, Okay? что So да. she's 60. И история была такая, Okay. вот ей было 60 лет, Okay. At 59 last year, в 59 лет, то есть в in August, прошлом году, в августе, okay, August 1st, her grandbaby is born, grandbaby. у нее родился Okay? внук. So that woman, she's babushka of a baby girl. Она стала бабушкой, у нее была внучка. And then they have a girlfriend who has a baby around the same time. Ну, и у ее дочки была подруга, которая примерно в то же самое время тоже родила ребенка. So my client has a girlfriend who two babushka take care of a grandbaby, different grandbaby. Ну и, соответственно, вот дочки, да, у обоих бабушек были, у обоих женщин были дочки, эти дочки отдали им своих внучек. То есть Okay. две бабушки вместе гуляли с своими внучками. And then in November, И потом в ноябре the two mothers of these two babies go back to work as nurse. две мамы, они вернулись на работу, они работали медсестрами в So the two больнице. babushka take care of these two babies full Соответственно, time. внучки стали постоянно, на постоянку оставили с бабушками. In внучек. February, И в феврале the baby number 2 второй ребенок из другой, died in her sleep. из другой семьи во время сна умер. Okay? We call that Cribs dead baby. Это называется синдром внезапной детской смерти. So babushka number 1 is told, yes, it can happen until the child is 1 year old. И первые бабушки сказали, что вот до первого дня рождения у детей такое бывает. So imagine my client for the next 6 months, she going to the baby's room. Ну, представьте себе, что с ней происходило следующие 6 месяцев. Каждый раз, когда она You заходила don't в see the спальню, baby breathing. Eh? она же каждый раз проверяла, дышит ребенок или не дышит. She will freak out. Она пугалась жутко. Okay, for 6 months. Полгода все это продолжалось. And then 1 year later, August, following year, Соответственно, на следующий год, в августе, happy birthday to you. исполнился ей год. And then she felt very tired the following weeks. И вдруг что-то как-то она в следующей неделе почувствовала happened? жуткое утомление. Что произошло? She went to a repair phase of an intensive stress. У нее наступила так называемая восстановительная фаза после интенсивного стресса. Because in your subconscious now the danger is over. Потому что с точки зрения baby is 1 бессознательного year old. опасность миновала. Ребенок уже старше. So 3 weeks later, when she started radiation, И через тремя неделями позже она стала делать облучение. there's no tumor left. Ну, то есть, когда она пришла на облучение после нашей сессии, оказалось, что опухоли нет. So what did we do? Что мы с ней сделали? We didn't know how to heal, Мы не знали, как убрать эту опухоль, как ее исцелить. but we found why she had it. Мы просто нашли причину, по которой она появилась. And we know in biology that larynx cancer comes as a repair phase of a feminine В fear. биологии мы знаем, что рак гортани – это восстановительная фаза конфликта женского страха. Okay. And then what's very important in our work is the project purpose. Очень важной частью нашей работы является фаза программирования. Okay? Imagine that our parents, they go through stress. Okay? Представьте себе, что родители в начале жизни ребенка, ну, тоже, Think about конечно, the rocket, случаются okay? всякие стрессы. Вспомните нашу ракету. When dad and mom have a big stress, if they die, I die in the Когда у womb. папы и мамы случается какой-то огромный стресс, если они умрут, то я тоже умру. So when our parents have an overwhelming stress, И поэтому, когда у родителей случается невыносимый эмоциональный стресс, their brain downloads that into the subconscious of the baby. этот стресс мозгом сгружается в бессознательное ребенка. The parents feel better, Родители чувствуют себя лучше, yeah, but the child has a program, he might activate that later in his а life. у ребенка появляется программа, прошивка, которая впоследствии может активироваться. Okay, so and the period of the project purpose start 9 months before pregnancy. Считается, что фаза программирования начинается за 9 месяцев до зачатия. So our brain will record the ambience
9 months И, before pregnancy and pregnancy. соответственно, мозг получает информацию об атмосфере, об окружении, что там происходит с эмоциональной точки зрения, What happened at birth что произошло во время беременности, and the first year of life. во время родов, и первый год жизни включается тоже. And then at 1 year old, the brain looks backward Когда ребенку исполняется год, мозг бросает взгляд назад, and everything the brain has recorded is recorded in the child like if it has happened to him. причем заметим, to все, her. что в этот период происходило, мозгом записывается как то, что происходит с ребенком. So the brain says, I'm alive today thanks to all of this. Let's repeat that all my И life. мозг говорит, ну раз я выжил, дожил до года, и все, значит, хорошо, значит, теперь я буду периодически это воспроизводить снова и снова, It will be repeated by cycles. циклически. So we say during the project purpose, the psychological and emotional overwhelming conflicts of the parents become the biological conflicts of the Во child. время фазы программирования работает вот первый биологический принцип Марка Фреше. Психологические, эмоциональные, невыносимые конфликты родителей становятся биологическими конфликтами ребенка. And then when we work with parents, we always say, parents, don't worry, no guilt, no blame, no victim. Но когда мы работаем с родителями, мы всегда объясняем им, да, что мы никого не обвиняем, это не значит, что теперь они в чем-то виноваты. Because many mothers, when they come into this work, they all feel guilty. Потому что многие мамы, когда приходят ко мне, они и так уже виноваты и чувствуют себя What I say is good, you feel guilty a little bit, it shows how much you love your child. негодяйками, да, потому что ну, чувство вины может быть и неплохое чувство с той точки зрения, что, наверное, это показывает любовь к ребенку. But keeping the guilt does not help the Но child. если у вас эта вина внутри живет, то ребенку это никак не помогает. You know, in 2010, Time magazine produced a paper of how the first 9 months shape the rest of your life. В 2010 году в журнале Time была опубликована статья, которая называется «Как первые 9 месяцев формируют всю вашу оставшуюся жизнь». Okay, they say 9 months, but we know in natural medicine it's a little bit longer. Мы знаем, что это не 9 месяцев, это период чуть длиннее. Give you an example. Я вам приведу пример. A student come to the workshop, На один из In New семинаров York? в Нью-Йорке пришла ко мне студентка, and then she's at the airport in Toronto. и она потом, находясь в аэропорту в Торонто, And there's a woman who has a baby, a young child, with a terrible facial eczema. и она увидела вдруг пассажирку, на руках у которой был ребенок маленький с жуткой экземой во все лицо. And they start to talk. И они стали с ней разговаривать. We know in biology that eczema comes as a repair phase of a conflict of separation. Мы знаем с биологической точки зрения, экзема происходит на восстановительной фазе после конфликта расставания. Okay, so in this work, when the person comes with an eczema, И в нашей работе, если человек приходит с экземой, normally in 1, 2, or 3 days, eczema disappears. обычно через 1, 2, максимум 3 дня экзема исчезает. That's my motto. Okay? Это- Maybe 5 days. Okay? Это мой такой девиз, да, ну максимум 5 дней. Пусть But будет. you need to find what happened. Но для того, чтобы она исчезла, нужно Okay. выяснить реальную причину. And then that mother says to my student, И эта мама моей студентке рассказала такую историю. I went through the Canadian medical system to Она heal that eczema. сказала, что сначала она прошла все канадское здравоохранение в попытках эту экзему как-то I вылечить. spent $20,000 in natural medicine. Потом $20 000 потратила на альтернативную всякую медицину. Nothing worked. I'm so И sorry. ничего не помогло. Huh? Экзема какая была, такая And осталась. then the student will ask many questions, Ну и моя студентка стала задавать вопросы, так как ее научили на семинаре. and the mother says, no, the pregnancy was fine. И Don't мама worry. ей сказала, да нормально, во время беременности ничего такого не происходило. But eczema is a repair phase of a conflict of separation. Но экзема – это восстановительная фаза после конфликта расставания. It's on the face, that means it's visual. Если она на лице, значит конфликт, наверное, был какой-то And then the визуальный. mother remembered a big argument with the husband at the 5th month of pregnancy. И по ходу опроса мама вдруг вспомнила, что на 5-м месяце беременности у нее была жуткая ссора с мужем. She was so pissed at her husband that she told herself after the marriage, after the delivery, I divorced И him. она настолько разозлилась на своего мужа, что решила для себя внутри, что когда ребенок родится, она с ним разведется. And then when the baby is born, he looks like his father. А потом, когда ребенок родился, он был маленькой копией своего отца, And then the parents reconciliated и together. родители помирились. And the child has an eczema as a repair phase of that. И у ребенка наступила восстановительная фаза в виде экземы на лице. 5 days later, that's what happened. Через 5 дней
Вот эта вот разница, это реальные фотографии. At the moment of the talk of the airport, at the Верхний это top, то, что она увидела в аэропорту. 5 days later is like that. Через 5 дней была сделана вторая фотография, которая внизу. And the mother took the picture and she wrote a testimonial И to me. мама сама это сфотографировала, она написала нам отзыв, то есть это задокументированный случай. So when you meet someone with eczema, find the conflict of separation Так что если вы before, вдруг встретите кого-то с экземой, ищите у него and it helps. конфликт расставания, который недавно решился. Now let's keep the project purpose in your mind, the pregnancy. Запомним, да? Фаза программирования — это беременность и немного до, немного после. A 8 years old girl comes and she has big problem to calculate in school. 1 plus Однажды 1, 3. Привели ко мне 8-летнюю девочку с жалобой на то, что она совершенно не может заниматься математикой. Да? 2 плюс 2, у нее 3 получается. Okay, and the parents are upset. They don't know what to do to help И her. родители были этим очень расстроены, они не знали, что делать. Sometimes she's okay, and then suddenly she starts to make the same mistake. И они говорили, вот иногда ее там потренируют, она вроде начинает нормально считать, So, но опять все начинается Question заново. to the mother. Вот. И Did you have вопрос any к маме. calculation problem during the pregnancy? Были ли какие-то проблемы с вычислениями во время беременности? Sometimes the parents argue with the budget. Иногда, может быть, родители поссорились по поводу бюджета. They do renovation, Делали ремонт, right? Or they don't have enough salary at work. и что-то не Okay. так посчитали, или там зарплату ему резали на работе. And sometimes the stress is on the numbers. И иногда этот стресс именно ассоциируется с числами. She said no, no. Она сказала, нет, Окей. нет, And окей. then she said, oh my God. А потом она сказала, господи, You know, I use the method of the calendar for contraception. и я для контрацепции использую так называемый календарный метод. And in January, I told my husband, oh, okay, I'm not fertile, let's go. И в январе я сказала мужу, что у нас сегодня безопасный день, так что можно. Yes, the day after, oh, А на следующий день я I поняла, что miscalculated. я неправильно посчитала. So the child exists because of a miscalculation. Получается, ребенок существует благодаря тому, что ее мама неправильно посчитала. So if the child has the right equation, he does not exist. И если Okay? ребенок что-то начнет правильно считать, то тем самым он пропадет. So the conflict was the one of the mother during the pregnancy. Это был мамин конфликт во время беременности. And then when the mother remembers that, И когда мама это вспомнила, the following days the child can calculate well in school. на следующий день оказалось, что у ребенка с математикой все Okay? наладилось. It is written somewhere, give back to Caesar what belongs to Caesar. Вот, ну где-то было написано, да, что кесарю кесарева и так далее. Okay, so now, okay, a girl cannot get rid of her diaper. Еще один был пример. Пришла мама и говорит, вот у меня девочка не может без подгузников You жить. know, she can play naked, Причем она обычно ходит без and подгузников, since she's a little girl, she come ask mom a diaper to pee and poop. но если она захотела писать или какать, она приходит к маме и требует, чтобы на нее надели подгузник для этого. So I said, I don't do that kind of work in recalling. It's И not я my ей specialty. изначально сказал, что ну, вообще в исцелении воспоминаний мы подобными вещами не занимаемся, потому что ну какая связь там And может then быть? now the mother, she worries because her child will start grade first soon. Но тем не менее мама волновалась, потому что девочке уже пора было в первый класс идти. So she's scared that she will ask the teacher a Она diaper to боялась, что pee and ну, poop. девочка Yeah. на уроке будет у учителя требовать подгузник. And she cannot potty train. Вот, а как она? And what did Ну, а на горшок она ходить не могла. we find during the project purpose? Смотрите, что мы обнаружили в фазе программирования. Okay, the mother told me that her pregnancy was perfect. Мама рассказала мне, что у нее была абсолютно идеальная беременность. It's a woman who has a conflict with perfection. Вот, это вообще была женщина с конфликтом перфекционизма. And then during the pregnancy, they made some renovation, И во время беременности они в квартире делали, ну, в доме они делали ремонт. and she went to store something into the attic. И у нее был такой случай. Она однажды полезла на чердак что-то там положить. And when she went down, she fell from the attic to the second floor on her back. It А was very когда она solid. спускалась с чердака, она на лестнице поскользнулась и на спину упала. Ну, как бы с чердака на пол этажа. And then her perfect pregnancy went away. И тогда вся идеальная беременность пошла на смарку. So she went to hospital, Ее повезли в больницу. and they say, "Why did you climb in that И stair, стали madam? спрашивать, зачем вы полезли на чердак в таком состоянии? Pregnant, we don't climb in a stair. Беременным не Everything can надо лазить happen." по лестницам, тем более на чердак. And she said, "That's not my fault." И она стала рассказывать, что это не моя вина. Okay. And then at the end of the session, И в конце нашей сессии I asked the mother, я у нее спросил, у мамы, "Can you tell me what did you do when you went to that attic?" я у нее спросил, а зачем ты на чердак-то полезла? She went to store a pile of diapers. И оказалось, что она пачку подгузников как раз хотела на чердаке положить. Now today, when your daughter says, "Mommy, give me my И diaper," теперь получается, что девочка, когда к ней приходит и просит у нее подгузник,
it validates the mother Тем that самым она как бы went to see something with the подтверждает, diaper. что мама все Okay. это сделала не зря. Не зря она лезла на чердак. And the mother realized that she felt И guilty. когда мама это, поняла, этот эпизод вспомнила, она почувствовала, что у нее жуткая вина внутри. But 2 days later, her daughter doesn't need any more Через 2 дня diapers. после этого девочка стала спокойно ходить на Okay? горшок. Okay, it's practical. eh? То есть это очень практические такие In вещи. this work, you become Sherlock Holmes. В этой работе, как я говорю, мы играем Okay. роль Шерлока Холмса. Now imagine if you've been conceived because your mother couldn't say no to daddy. Представьте себе, например, да, что вы были зачаты, потому что ваша мама не смогла сказать вашему папе «нет». You cannot say no in life. И вы не сможете в своей жизни никому Otherwise, you don't отказывать. exist. eh? Потому что если вы кому-то откажете, значит вас нет. So people who cannot say no, ask your parents what happened. Так что если вы чувствуете, что у вас есть такая проблема, не могу никому отказывать, вы спросите, как зачатие произошло. You know, Celine Dion, she's the 13th child of her mother. Вот про Селин Дион есть такая история. So the mother goes to the doctor. Когда ее мама поехала к врачу, He says, you're pregnant. и врач ей сообщил, что она беременна, это был 13-й And ребенок, then 13-й ребенок у своей Imagine, матери. okay, she felt totally discouraged, 13th child. И мама как-то, в общем, очень сильно была огорчена, потому что, знаете, 13-й ребенок, это уже, Then наверное, she catch a слишком. cab, Вот, и она села в такси, she cries, сидит в такси и плачет. and in the radio, there's a song that starts. Вот, и в это время по радио играла песня. Dis-moi, Céline, ta-ra-la-di-da-da. Huh? And she felt good to hear that song. И когда она услышала эту песню, And she said, oh, if I have a girl, I will name her она Celine, like подумала, the song. ладно, если родится девочка, я ее назову, как в этой песне. So Celine sang all her life. Вот, okay? и потом родилась Селина, и она стала певицей. Maybe she has other reason to sing, И but всю жизнь it's a пела new project песни. purpose. Может быть, у нее были, наверное, и другие причины, по которым она стала певицей, но у нее в фазе программирования был такой эпизод. Okay? So we are sick as our secrets. Мы говорим, что мы болеем в соответствии с нашими секретами. What we ignore that we carry in our subconscious. То, что мы игнорируем и что находится в нашем бессознательном. We work with a child that is now 27 years old with schizophrenia. Например, был эпизод, когда мы работали с молодым человеком, ему было 27 лет, он был шизофреник. So imagine in schizophrenia, you have a side of the brain that is called dad, and the other side, mom. Ну, если вот представить мозг в голове, да, мы говорили, что женская сторона и мужская, да, то есть сторона мамы и сторона папы. And this boy has been 7 years schizophrenic from 21 to 27. Вот, диагноз у этого мальчика стоял уже 7 лет, там, с 21 года до 27 он был шизофреником. And the mother came to the workshop, На семинар пришла его мама, and she understands the project purpose. и когда она поняла фазу программирования, And suddenly she will remember a secret. она вспомнила одну тайну. She says, my son has been always rejected by his father. Она рассказала такую историю, что сын этот, его всегда отвергал отец. Okay? So it's not just that, it's already a big conflict in the life of a child. Это, в принципе, уже само по себе для любого ребенка большой конфликт. My son became schizo after a breakup with a girlfriend. И она рассказала, что сын стал шизофреником после того, как его бросила девушка. A big stress. Okay? Для него это был Understand большой that. стресс, это понятно. And then, madam, you have anything else to say? И я у нее спрашиваю, может быть, что-то еще? Мадам, Yes. есть у вас. Она When I говорит, was да. 21, I was married. Когда мне было 21, я вышла замуж. My husband was a kind of a jerk. Ну, и муж у меня был так себе, And товарищ. then we didn't get along at that time. И мы с ним не очень хорошо ладили. He neglected me a lot. Он очень пренебрегал мною. And one night I went for a beer. И однажды, когда он ушел попить пивка, I met an ex-boyfriend. я встретился со своим бывшим, We conceived my son with him. и мой ребенок был зачат от него. And I let my husband believe it was from him. Ну, а мужу я сказала, что это его Okay. ребенок. So she revealed the secret. Вот такая была тайна. И она эту тайну открыла. That was the first time in 27 years. И это был первый раз, когда она об этом кому-либо рассказала за эти 27 лет. That boy was 500 kilometers in a mental institution at that moment. В этот момент сын ее находился в 500 километрах, где-то там в каком-то дурдоме, где-то в горах. Okay. Few days later, everybody in the staff noticed that he had a better behavior. Через несколько дней сотрудники больницы заметили, что у него значительно улучшилось поведение. And the same week he called his mom to say, "Mom, I feel so good. I don't Потом на know той же why." неделе он позвонил маме и рассказал ей, что вообще непонятно, почему он вдруг стал себя чувствовать намного лучше. So we compare the pregnancy like a seed. When you sow a seed as agriculture, you reap something.
Ну, и здесь, в принципе, такой сельскохозяйственный принцип, да, что посеешь, то и пожнешь, потому что беременность, это мы сеем что-то, да, потом пожинаем плоды. I have many stories. У меня есть много историй подобных. For example, I have a student who is a great medical doctor in USA. He helped people to heal from cancer with recall healing. Например, у меня был один студент, он был достаточно известный в Америке доктор, который работал в онкологической клинике, помогал пациентам. But he has a son with asthma and psoriasis. А у него был сын, и у сына была астма и псориаз. And this guy knows that the conflict of asthma is memory of dispute or cheating during the pregnancy. И он был у меня на занятиях, он знал, что астма связана с воспоминаниями о ссорах, раздорах и воспоминаниями об изменах. And psoriasis, a conflict of double separation. А псориаз – это конфликт так называемого двойного расставания. He knows that, but he keeps giving cortisone to his child. Он это знал, но ребенок у него сидел на кортизоне. And one Sunday afternoon, this doctor, he was alone, and for 3 hours he started to remember the project purpose of his son. Он рассказал мне такую историю, что однажды он как-то над этим задумался, и он сидел на обеде, и вдруг стал просматривать фазу программирования своего сына. He was very pissed off at his wife. Вот. И он вспомнил, что да, действительно была у них очень большая ссора с женой в какой-то момент, He cheated on her. и он ей изменил. And both parents with the arguments felt totally separated from И each other. оба родителя, они когда эта ссора произошла, они с обоих сторон очень сильное отчуждение почувствовали. And then he took responsibility of that. Он взял ответственность за это, And then he did that. My heart is full of love and и understanding. он поработал вот этой техникой «Мое сердце» наполнено times. любовью и пониманием. Это нужно And проговорить. then said, my wife's 10 heart раз. is full of love and Потом understanding. проговаривается «Сердце моей жены», And he repeated that for 2 hours. наполнено любовью и пониманием. И он 2 часа вот это повторял. And repeated that for 2 hours. Yeah. Okay. The same week, his son healed completely from asthma and from psoriasis. И вот в течение этой недели у сына одновременно прошла и астма, и псориаз. Okay. So when parents become aware, remember something, it helps directly the Это children. означает, что когда родители начинают что-то осознавать, начинают что-то понимать, то это напрямую помогает их детям. And I have a written testimonial of that И у doctor. меня есть письменные свидетельства от этого And врача. then in this work, you have the family tree. И еще один момент, я его упоминал, это семейное дерево. We say, who are you? Мы говорим, кто ты? I'm a part of my family tree. Понятно, что каждый человек – это часть своего собственного семейного дерева. Okay. Some of us are nutritionists, biochemists, pharmacists. Например, кто-то из нас занимается питанием, кто-то из нас становится фармацевтом или биохимиком. Okay. So we find memory of food poisoning, people Если die мы from начинаем poison. смотреть в семейном дереве, family выясняется, clan. что там кто-то в семейном дереве был отравлен или отравился какой-то едой. And sometimes you are a psychologist, Или, например, становится человек психологом. memory of mental illness in the Это family. означает, что у него в семейном дереве были Okay. сумасшедшие. Somebody is a lawyer. Или кто-нибудь становится юристом. Somebody in the family clan was a victim of injustice. Значит, кто-то в семейном дереве был жертвой несправедливости. We think we choose, Мы думаем, что мы but выбираем, the subconscious runs the show. но на самом деле всем этим управляет подсознание. So a woman, psychologist, psychoanalyst, for 65 years, she built family tree with her client. И вот есть такая дама, Анна Анцелин Шуценбергер, она 65 лет занималась психогенеалогией. Она строила семейные And when you деревья. go to medicine, they all say heredity or genetic. Вот. Ну, если с точки зрения медицины смотреть, да, вы, наверное, знаете, сейчас говорят, что все это там наследственность, But what да, does что всё это transcend генетика. generations Но на самом деле, если посмотреть на поколение, is the memory of the conflict то выяснится, да, что такое генетика. Да? Это то, что that impacts the передается genes. из поколения в поколение. So our job is to try to find what И happened. наша работа заключается в том, Okay. чтобы выяснить, что именно передается из And the поколения gene в поколение. changes. И тогда меняются гены. Okay? You know, for example, in the family of my father, there were 15 Например, kids, Вот, 10 boys, 5 girls. в семье моего отца было 15 детей. And when I built that family tree, И когда я стал рисовать свое семейное дерево, number 2 died, number 5 died, number 8 died, number 11 died. я вот заметил, что сначала умер второй ребенок, потом пятый, потом восьмой, потом 11. Who should die the next one? Кто следующий должен был бы умереть? 14. But 14, he's да. still alive. До сих пор жив. From the moment you build a family tree, you observe Потому что как только вы семейное дерево нарисовали, вы его увидели, вы его пронаблюдали. something start to change in the И family. тогда что-то в Okay. семье начинает меняться. And you know, from generation to generation, we hide suicide. Ну и, например, обычно в роду, если есть самоубийцы, это же стараются скрывать. Or sometimes we hide mental illness. Или если были сумасшедшие, тоже это не рассказывают. What we hide
It's И what is repeated. то, что мы скрываем, именно вот это и начинает воспроизводиться. And sometimes you give the name of your child after an ancestor. Или, например, взяли и назвали ребенка в честь какого-то предка. Okay? I give you an example of a woman who came to see me for stage 4 lung cancer. Я вам приведу пример. Вот однажды у меня была клиентка, она пришла с диагнозом рак легких, 4-й стадии. After chemotherapy, После химиотерапии she was sent home to die because ее nothing else отправили to do. домой умирать, собственно, потому что врачи от нее уже отказались. So we worked the conflict of lung cancer, Мы с ней стали прорабатывать конфликт рака легких. fear of dying. Это страх умирания. Nothing works. И ей не помогло. Two это никак. sessions. 2 сессии я провел, But we forgotten to build a family tree. и в какой-то момент я вспомнил, что мы забыли с ней семейное дерево построить. This is why I say you have to ask, who are you, madam? Потому что обязательно нужно было спросить, I have да, a sister а number вы one. кто? И оказалось, что у нее есть старшая I'm a сестра, number 2. и она была второй номер в своей Okay. семье. Stage 4 lung cancer at 45 years old. Рак 4-й стадии, рак легких, Okay. 45 лет. And then let's build the side of your father and your mother. И мы стали прорисовывать семейное дерево So, со стороны отца, со During the стороны session, she матери. calls mom. Во время сессии она позвонила маме, And the mother is number 1. и выяснилось, что мама первый ребенок, She has no siblings. и у нее нет ни братьев, ни сестер. And then the mother has a mother, which is a babushka. А у мамы Number тоже one. была мама, то есть бабушка нашей клиентки. And then the phone call, they talk, and they say, remember, your auntie here, number 2, И когда они говорили по телефону, вдруг мама говорит: слушай, а у нас же, помнишь, у бабушки была сестра. she's a great auntie Тетя. of our client. То есть это как, сестра бабушки. Eh? She died from lung cancer И она умерла от рака легких at 45 years old. в 45 лет. Just the information that girl start to shake. И когда она эту информацию получила, ее стало трусить. Вот так. 6 months later, she healed completely from lung Через cancer. полгода она полностью выздоровела. Why? Почему это произошло? Because we are in vibration with the people of our family Потому что clan, мы находимся в резонансе с теми людьми, которые with the в same нашем name, семейном дереве, которые имеют те же самые but имена, sometimes with the same number. те же самые номера. Okay? So this is why when you study the Bible or Kabbalah, Поэтому если изучать Библию или изучать Каббалу, okay, they say, if you want to know who you are, study your parents, grandparents, там great-grandparents. всегда говорится, если вы хотите понять, кто вы такие, изучите, кто ваши родители, кто ваши дедушки, бабушки и так далее. If you want to understand who you are, study your roots. Стари. Study your roots. The roots. Надо корни свои изучить, да? Okay? And you know, all the media, all the society keep us so busy that we never have time to explore Но who we люди, are. сейчас современные люди настолько заняты своими текущими проблемами, что они никогда об этом не думают. Они думают, что вот Okay. все со мной происходит просто и все. And then, the time goes quick. Время наше летит, I leave you with some question, some thinking process. поэтому я оставлю вам вопрос Okay. на домашнее задание. So, for example, we have some biological cycles in our life. Есть такая вещь, как биологические циклы. Они есть у каждого человека в жизни. Okay, in my class, I ask people who had an accident not long ago. И я, когда веду занятия, я обычно спрашиваю кого-нибудь из участников, был The woman said, "Oh yes, I у was кого-нибудь 46 years old. недавно Accident. несчастный случай или происшествие, там, в Okay. каком-то возрасте, да, я это наношу на схему, What happened at 23? и потом спрашиваю, а что случилось в 23? Oh, I met my husband. И оказывается, что там, я встретила мужа. What happened at half of that? 11 and a half? Делим опять пополам, спрашиваю, а что в 12,5? Oh, car accident. Попала в аварию. What happened after that? Что 5 and 9 случилось? months? Еще пополам, Oh, car 5 с accident. чем-то. Опять Okay. была авария. It's interesting to see that you have a cycle. Это очень интересный такой цикл, деление на 2. На самом деле очень интересные вещи. Our обнаруживаю. job is to improve the future. Наша работа заключается в том, чтобы улучшить свое будущее. There's a movie called The Rosenstrasse in Germany, Есть такой немецкий фильм, называется «Розенштрасс». and the subtitle is written, a young woman, in order to go forward in her life, had to study a little bit her past. И там был такой подзаголовок, написано: «Юная девушка для того, чтобы построить свое будущее, вынуждена исследовать свое Okay. прошлое». Okay? Many of us, we are very positive. Okay? Многие из нас стараются поддерживать позитивный настрой. My thesis as naturopathy is on Louise Hay. Я когда писал диссертацию по натуропатии, у меня диссертация была посвящена работам Луизы Хей. Affirmation, being positive. Знаете, всякие аффирмации, позитивный настрой.
Yes, but it's not biological. It is emotional Но and это, psychological. это не биологический подход, это эмоциональный, психологический скорее. It's a little bit like people, you're pissed off at someone, someone says, forgive. Ну, это, знаете, вот когда кто-нибудь что-нибудь вам сделал плохое, да, вы на него разозлились, а вам говорят, да ладно, ты прости его. Yes, but in French Canadian we say, before you forgive, let's talk. Но, грубо говоря, прежде чем этого человека простить, нужно же выговориться. Verbalize your anger, your grudge. Хотя бы выговорить свою злость, свою ненависть. Why you're so pissed off? И понять, почему я так разозлился. And then after that, it's easy to forgive. После этого, может быть, станет простить So- этого человека легче. So we need to walk our talk, to be honest with oneself. Okay? Слова и поступки наши должны соответствовать Okay. друг другу, нужно быть честным с самим собой. Our brain has recorded everything from birth. Мозг наш записывает все, что с нами происходит с самого рождения. There's a man who discovered the cycles of autonomy. И есть, например, такой цикл автономности. You notice that when you start your life is 0 years old, Например, если человек начал свою жизнь, вот он родился and да, then в we нуле. live all kind of stories in our life. И с ним происходят всякие разные происшествия всю его жизнь. And imagine the day of you're 20 years old, you leave your family and you say, I start my life. А потом представьте себе, что в 20 лет вы уезжаете из дома, и начинается у вас абсолютно самостоятельная жизнь. What does say the brain? И что тогда делает мозг? Every time recorded works, I'm alive. Все, что было записано от 0 до 20, мозг So- говорит, отлично, so это the brain- сработало, я выжил. The brain will repeat what happened between 20, И поэтому мозг будет пытаться 0 and 20, воспроизводить, will repeat. в данном like примере this, от 20 до until 40, 40. те же Okay? самые события, второй раз по линеечке. So the guy who discovered that, he has an accident at 17 years old and 3 months. И, допустим, если у вас был какой-нибудь несчастный случай в 17 лет и 3 месяца, In the next cycle, at 17 and 3 is plus 20. следующий цикл Okay. плюс 20, Okay? So he had at 37 and 3 и мы обнаруживаем у нашего клиента в Okay. 37,3 an accident at the same level. аварию Okay. на том же уровне. So question yourself the day you became independent from your parents. How old were you? Задайте себе такой вопрос. В какой момент вы стали полностью независимы от своих родителей, стали жить And самостоятельно? we show in the workshop recalling how to use that. На семинаре мы показываем конкретные Okay. практические способы, как использовать это все. So, and it's the same thing when you meet with your partner. То же самое, Okay. например, когда вы встречаете своего супруга, партнера. Okay, we say our partner sometimes is fantastic, but sometimes he knows how to push our buttons. Ну и как часто мы замечаем, да, супруг, он обычно замечательный человек, но с другой стороны, это особенный человек, потому что он знает, как особенную боль нам причинить. Because our partner is like the mirror of what we don't resolve in Потому our life. что партнер в каком-то смысле является зеркалом всех наших нерешенных проблем. So we marry our match. И мы находим в Okay. себе соответствие. Okay, so I have many things that I will go forward. Okay, Тут много чего еще я собирался рассказать. and then we know that we have a brain of love and a brain of work. Иногда еще мы говорим, что мозг есть как бы мозг рабочий и мозг любовный. And you know, sometimes you meet with your partner, you're in love, you're a woman in love with your partner. И иногда, когда вы встречаете своего будущего супруга или Да. супругу, вы влюбляетесь, и все так замечательно. Both of you are on the brain of love. И вы в этот момент оба на той половине мозга, которая посвящена любви. You're still in love and your partner start to work mechanic. И вот, допустим, вы любите своего супруга, а он работает в гараже. You come behind him when he does mechanic, you're still in love, И когда он работает в гараже, вы такая влюбленная вся приходите. but he's ему in в гараж. work right now. Он же за работой занят в этот момент. So he has a reflex to push you away. И он рефлекторно делает так. Now you're pissed off. И вы на него обижаетесь. So you go to clean the house, И тогда вы идете, занимаетесь уборкой по дому, and he knows he did something bad. а он понимает, что что-то не так сделал. Now he comes back toward you, he wants to make it up. И тогда он приходит обратно, пытается помириться. He's on the brain of love and you're on the И brain в of этот момент work. у него включен мозг любви, а вы работаете, вы тарелки моете. So what you say, give me a break. И вы ему говорите, Okay. отстань. Okay? So we need to know how it works between partners when Среди we are on прочего, the brain нам of love нужно or on the brain of work. Также знать, да, как работает Okay. эта вот схема, что есть мозг любви и мозг работы, и как они друг с другом взаимодействуют. Okay, so I have to close the, На этом the мы meeting. будем Okay? завершать наше выступление. But one of the specialty of recoiling is to help women to become pregnant. Просто хочу сказать напоследок, что одна из таких специальностей в исцелении воспоминаний у меня — это бесплодие. So many women try IVF, Многие женщины пытаются делать там искусственное but from the оплодотворение, moment all the organs are okay, но если все внутренние органы в порядке, we explore the relationship between men and women. мы знаем, что нужно исследовать отношения между мужчиной и женщиной. How both partners consider each other. Как оба супруга друг к другу относятся.
is the man is making his wife alpha wife? Делает ли супруг свою супругу альфой? Does he have other hidden women in Или his у него background? другие скрытые любовницы какие-нибудь есть? Same thing for the mother, for the future То же mother. самое и для будущей мамы. And you make them talk about that. И нужно сделать так, чтобы они все это выговорили. Sometimes you marry a man and you make more money than him and you cannot count on him. Всякие истории бывают. Бывает, что женщина выходит замуж за мужчину, но она зарабатывает больше денег, чем он. Okay, so you talk about everything, and when you talk about everything, suddenly, oh, И возникает некая Should бессознательная not long установка. after Но если that, все это pregnancy. проговорить, если все это выглядит, вдруг раз, и происходит изменение. and we notice that the most important word between couples is the word consideration. И мы заметили, что один из важных моментов, да, это вот отношение друг к So, другу. I gave a woman a session live in Poland. Я помню, на одном из семинаров я делал сессию 5 прямо weeks later, she's pregnant. в зале, и Okay. она потом через 5 недель забеременела после Okay. этого. Another woman, a Russian woman, she came twice for a session. У меня была другая клиентка здесь уже в России, она дважды ко мне приходила. She was millionaire. She tried everything, nothing Она worked. была миллионерша, она все способы испытала, какие есть на белом свете. But she makes more money than him. Но она зарабатывала больше денег, чем муж. For her, this man is a boy. И для нее этот муж был мальчиком. So when he understood that, he went to work. Когда он это понял, он пошел на работу. 5 months later, pregnancy. Через 5 месяцев Okay. после этого она забеременела. Okay, so how do we consider each other? We have to be alpha for each other. То есть тут самое главное это вот именно быть альфами друг для друга. So in the workshop, we talk about breast cancer, about Мы different обсуждаем на pathologies. семинарах такие вопросы, как рак Okay. груди, So we talk about stiff neck, okay, проблемы с шеей, conflict with direction, конфликт с выбором направления. and then we talk about all the body parts. И таким образом на семинарах прорабатываются все So части people who come in тела. recovery lane, when they get out, С тем, чтобы люди, получив обучение, you have a tool to help others, могли выйти и иметь инструменты and для... sometimes you even look a помощи little bit другим. clairvoyant. Okay? Иногда этим клиентам вы будете казаться But it's ясновидящими. based on the knowledge, on the Но это symbol. основано на Okay. знании. And then we see allergies, Мы рассматриваем аллергии, and then when we find the root, the origin of the allergy, и мы знаем, что если обнаружить корень аллергии, происхождение аллергии, the person gets out of allergy. то аллергия у человека тоже проходит. Okay, so it's not miracle. We need to find the И story. это не чудо, нам нужно просто выяснить реальную историю. So and then we notice that most of the time, our pathology are coming from uncompleted grief of certain stories Часто, of the например, past. обнаруживается, что разного рода патологии происходят от незавершенного горя в прошлом у человека. So healing is to grow up, И мы говорим, что исцеление – это взросление, to become a real adult, э, to become a real adult. ну, с целью Okay. стать по-настоящему взрослым. So I remind you also the Recalling book, soon in Напоминаю про Russian. эту книгу, которая скоро будет на русском языке. And then I'm always available for questions. Ну, я всегда даю свой адрес, если хотите, можете задавать мне вопросы. And then we have a website in Russia, У нас есть в России Recalling веб-сайт. RU, and our workshop for Recalling are coming in February, the И new у series. нас в феврале будет очередная серия семинаров в You're very феврале welcome. следующего года. Приходите, если вам интересно. And I'd like to say thank you to all of you for your presence. Спасибо вам всем за то, что вы пришли Okay. нас послушать. And last thing И is, последний момент. I always say to doctor, don't believe anything, Я всегда, когда работаю с человеком, я говорю, не надо в это верить вообще. but try it. Просто попробуйте. It's amazing. Попробуйте и посмотрите на результат. So thank you so much. Спасибо большое. Спасибо.